Проведение работ для успешного прохождения осенне-зимнего периода сегодня во главе угла. Все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону завершены уже больше месяца назад. Замечания, которые выявили ранее, специалисты устранили. В настоящее время по результатам проверки Ростехнадзора составлен акт обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающий полную готовность всех муниципальных образований. Это у нас город Магаз, Назрань, Казрановский район, город Карабулак и Малгобек. Каждому муниципальному образованию начат отопительный сезон, и в каждом муниципальном образовании получены паспорта готовности. Филиал ПАО Россети Северный Кавказ Ингушэнерго по своей линии практически завершил подготовку к зимнему периоду. Почти на 90% от плана выполнены ремонтные работы. Заменили дефектные изоляторы, аварийно-дефектные деревянные опоры, отремонтировали и произвели капитальный ремонт трансформаторов. Отдельно работы по реконструкции высоковольтных линий ведутся в Сунжинском и Малгобекском районах. Для выполнения аварийно-санитарных работ по филиалу ПАО Россети Ингушэнерго могут быть задействованы следующие силы и средства. Общей численностью 17 бригад, личного состава, 17 бригад, 54 человека, имеет в своем распоряжении 16 единиц техники, специальной для обычной техники, а также находится 8 резервных источников электроснабжения, общая мощность 65,5 кВт. Приближается Новый год. Это не просто праздник, а ответственный момент для ряда служб. Важно обеспечить противопожарную безопасность объектов, где будут проводиться праздничные мероприятия. В частности, речь идет о школах. Наших подведомственных учреждений в рамках подготовки к празднованию Нового года направлены инструкции по пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. Данная инструкция устанавливает требования к подготовке помещения школы и непосредственному проведению новогодних праздничных мероприятий, обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность работников учреждения на случай возникновения пожара. Следующий вопрос повестки – развитие функционирования системы 112 в Ингушетии. На 1 ноября поступило свыше 227 тысяч вызовов. Далее перешли к вопросу совершенствования подготовки специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Руководитель МЧС по республике Александр Евлоев доложил, план выполнен на 124%. Главной задачей считать повышение уровня подготовки должностных лиц ГО и РСЧС к предъявляемым требованиям получения соответствующих знаний в области защиты от опасности, навыков, умения анализировать и оценивать обстановку, принимать своевременные, обоснованные и грамотные решения при угрозе возникновения ЧС и управлять силами и средствами при ликвидации их последствий. В завершение заседания участники обсудили пожарную обстановку в регионе, а после рассмотрели проект плана работы комиссии на следующий год. Марьям Акиева, Хасан Евлоев, Магаз 24.